Делитель напряжения и мост сопротивления. Делитель напряжения представляет из себя двух сопротивлений, подключенных последовательно. R1, R2. Напряжение входное и напряжение выходное. Здесь подключается источник энергии, здесь подключаем нагрузку. Назначение делителя напряжения – делить напряжение в соответствии с сопротивлениями подключенных последовательно резисторов R1 и R2. Рассмотрим случаи, когда сопротивления R1 и R2 равны. Допустим, входное напряжение 110 вольт. Тогда напряжение поделится между ними равномерно, и на выходе будет 55 вольт. В 2 раза меньше. Если мы изменим номиналы сопротивлений, и вот это сопротивление будет иметь значение в 3 раза больше, чем второе. Допустим, подключим сеть 220 вольт, то напряжение поделится на сумме 4 сопротивления равных на 4 части. И здесь 220 делить на 4 мы получим 55 вольт. Но для того, чтобы здесь было точно 55 вольт, нагрузка, которая здесь подключается, должна иметь R нагрузки значительно большим сопротивлением, чем сумма сопротивлений делителя сопротивления. Потому что суммарное сопротивление вот этой параллельной ветви будет меньше, чем изначально мы рассчитывали, что будет в 3 раза меньше сопротивления верхнего резистора. Но это производится расчетом. Значит, очень часто применяется делитель напряжения для подключения вольтметров. Вольтметры – это штепсельные разъемы, изобразим. Вольтметр может подключаться к разным соединениям и измерять разные напряжения. Рассмотрим реостаты и потенциометры. Реостат – это переменное сопротивление, где бегунок, бегая по проводнику, меняет значение сопротивления, включенного в цепь. Его можно включать 2 видами в цепь в качестве реостата или в качестве потенциометра. Вот схема, где реостат подключен. Переменный резистор подключен как реостат. У входное напряжение выходное. Подключением реостата мы в цепь изменяем напряжение на выходе или ток, бегунком изменяя его сопротивление. В качестве потенциометра он выполняет работу делителя напряжения. В зависимости от сопротивления, которое у нас отделено в верхнюю цепь и в нижнюю цепь, мы меняем пропорциональность
сопротивлений и получаем необходимое напряжение. Используется в таком виде, он используется для регулировки звука в радиоаппаратуре. Из двух делителей можно собрать схему, которая называется мост сопротивлений. Вот здесь можно подключить любой прибор, который будет реагировать на разность напряжений в этих двух цепях. По-другому этот мост в основном изображается вот таким образом. В одну диагональ мы подключаем источник, постоянного напряжения, а в другую диагональ мы подключаем, например, вольтметр R1, R2, R3, R4. Если отношение сопротивлений первого к второму равно отношению сопротивлений третьего к четвертому, то мост находится в состоянии равновесия и называет мост сбалансирован. В этом случае вольтметр будет показывать 0. С помощью моста можно собрать схему, которая будет реагировать на изменения температуры или, например, освещенности. Если в одно плечо моста подключить, например, термистор, либо фоторезистор. Термистор изменяет сопротивление в зависимости от температуры, а фоторезистор в зависимости от освещенности. В этом случае здесь по этой цепи здесь будет разница напряжений и пойдет ток, который может срабатывать на реагирование, подавать сигнал на срабатывание реле и включать обдув, вентиляцию, либо включать освещение. Все зависит от настройки вот этого реостата переменного сопротивления для того, чтобы при определенном значении происходила разбалансировка и здесь появлялся потенциал в этой цепи. Разность потенциалов приводит к тому, что здесь какое-то устройство у нас реагирует. Фильтрующие цепи. Фильтр низких частот. Низких частот, то есть этот фильтр выделяет либо постоянный сигнал, либо не с маленькой частотой. Связано это с тем, что конденсатор имеет тем меньшее сопротивление, чем большая частота. При постоянном напряжении, приложенном к его пластинкам, он не пропускает ток, и в этом случае постоянное напряжение так и будет на выходе. Если в нем, в сигнале присутствует какая-то переменная составляющая, то для переменной части
конденсатор не будет представлять преграды, и она будет замыкаться, составляющая, которая меняет частоту, будет замыкаться через эту цепь, не доходя до потребителя. Здесь мы на выходе получим постоянное значение. Фильтр высоких частот — это тот же фильтр, подключенный в перевернутом состоянии, развернутом состоянии. Напряжение выхода и входа. В этом случае, если сигнал имеет постоянную составляющую, сопротивление конденсатора будет для него непреодолимым, и на выходе мы не будем иметь никакого сигнала. Если мы имеем сигнал с переменной составляющей, либо вот в такой, то вот эта переменная составляющая, она очень хорошо, для него сопротивление конденсатора уменьшается, и высокая частота проходит к нагрузке. То есть этот фильтр выделяет высокие частоты, на выходе мы получаем только частотную составляющую. Используется для связи каскадов усилителей переменного напряжения. Избирательная РЦ-цепь. Напряжение выхода. Избирательная РЦ-цепь фильтрует узкую полосу частот со средней частотой F0, то есть обладает избирательными свойствами. Если нам надо выделить сигнал и устранить помехи, которые накладываются на ту информацию, которую нам нужно освободить, в этом случае мы подключаем к избирательной РЦ-цепи, настраиваем ее, выделяем именно нужный нам сигнал, который дает нам ту информацию. Так как чем больше связи и либо телевидения, либо в любом средстве передачи информации, чем больше частота, тем больше возможностей, чем больше количество информации мы можем передать. И эти фильтры, самые простые, позволяют нам добиться необходимого результата. И это очень интересно, потому что все мы пользуемся технологиями, позволяющими передавать, получать большие объемы информации.